Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Национальный лидер туркменского народа в Астане принял участие в саммите ШОС+. Президент Туркменистана направил соболезнования руководству Республики Индия. В начале 2025 года по Каспию начнет курсировать круизный лайнер Владимир Жириновский и другие новости. Выступая на церемонии открытия памятника великому поэту и мыслителю Востока Махтумкуле Фраги, возведенному в Астане, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в настоящее время туркмено-казахская дружба, уходящая корнями вглубь веков, еще более укрепляется. Во всей эпохе, будучи самыми близкими соседями, туркменские и казахские народы являются братскими, уважают друг друга, поддерживают добрососедские отношения, следуют традициям взаимопонимания. На полях форума ШОС+, прошла встреча национального лидера туркменского народа с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества. Особое внимание было уделено его ключевым направлениям с учетом современных реалий, имеющегося потенциала и планов на будущее. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов принял участие во встрече глав делегаций в формате ШОС+. Председатель Халк-Маслихаты среди важных направлений сотрудничества выделил торговлю, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, зеленую повестку, информационные технологии. Наряду с этими перспективными векторами были определены модели приграничного и регионального делового партнерства с привлечением малого и среднего бизнеса. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Республики Индия госпоже Друпади Мурму и премьер-министру Республики Индия Нарендра Моди в связи с трагической давкой, возникшей на религиозном мероприятии в индийском штате Утар-Прадеш, которая привела к многочисленным человеческим жертвам и увечьям. Российский круизный лайнер Владимир Жириновский начнет курсировать по Каспийскому морю в феврале-марте 2025 года. Судно, строящееся на Астраханском судостроительном заводе «Лотос», планируется полностью сдать и ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Ожидается, что новый лайнер будет сходить в порты России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана. Глава МИД Туркменистана Рашид Миредов на торжественном приеме по случаю Дня независимости США в Ашхабаде заявил о схожести взглядах двух стран по многим региональным и международным вопросам. Он отметил, что за 32 года дипломатических отношений страны развили взаимовыгодное сотрудничество практически во всех сферах. Миредов подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений 10 апреля 1992 года страны поддерживают прочное сотрудничество в политической, социальной, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах. В итальянском городе Падуя установлен новый мировой рекорд. В одном месте собрались 70 человек, чей возраст превышает 100 лет. Суммарный возраст участников этой уникальной встречи составил более 7000 лет. Все эти участники получили памятные подарки в честь этого знаменательного события. Турецкий парламент одобрил изменения в законодательстве о гражданской авиации, направленные на ужесточение процедур проверки пассажиров в аэропортах страны. Новые правила приводятся в соответствии с международными стандартами, установленными Чикагской конвенцией. Теперь сотрудники службы безопасности получат право досматривать багаж и электронные устройства пассажиров как при входе в терминал, так и в зоне посадки. Отказ от досмотра повлечет за собой запрет на вход в аэропорт или зону вылета. Запрещенные предметы будут немедленно изыматься. Юные туркменские шахматисты завершили участие в Кубке мира Fight среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет, проходившим в грузинском Батуми. Туркменистан был представлен во всех 6 категориях. Сначала участники разыгрывали 7 партий по швейцарской системе в 2 группах, а затем встретились в парах по нокаут-системе, чтобы определить лучших. Ая Байрамова из Либава стала лучшей среди туркменских шахматистов, заняв 8-е место в своей группе в категории до 10 лет и 15-е место в общем зачете после победы над соперницей из Сингапура. Футболисты сборной Аргентины в серии пенальти обыграли команду Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В полуфинале аргентинцы сыграют с победителем матча сборных Венесуэлы и Канады, встреча между которыми пройдет в ночь на 6 июля. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал ваш самый надежный источник новостей.